Часть 5. Первый месяц работы над собой. Дисциплина через любовь и осознанность. Самодисциплина есть любовь к себе. Если ты хочешь быть счастливым, то должен любить себя, а значит быть самодисциплинированным. Путь к долгому счастью лежит через самодисциплину. Уилл Смит. Наверное, данная тема является ключевой для многих. Прослушав главу о бескомпромиссности, вы могли подумать, что дисциплина – это про силу воли. Как не останавливаться, не сдаваться, идти напролом, разбивая все стены. Нет, не совсем так. Но для начала задам вопрос. Сколько потребуется времени, чтобы выработать привычку? 21 день, 45 или 66? С точки зрения работы мозга, формирования нейронных связей, чтобы привычка сформировалась, понадобится приблизительно 45 дней. Так утверждает Лоретта Бройнинг в книге «Гормоны счастья». Разные источники называют разные сроки, но одно ясно точно. То, что привычка вырабатывается за 21 день, один из самых распространенных мифов. Хочу привести еще один пример и разобрать данный миф подробнее. Прежде всего, откуда он возник. В 1960 году Максвелл Мольц, американский хирург, опубликовал книгу «Психокибернетика». В ней он рассказал о наблюдениях за людьми, которым изменили внешность, и пришел к следующему выводу. Чтобы привыкнуть к изменениям в своем теле, человеку в среднем требуется 21 день. Речь шла исключительно о привыкании к новому образу, а не о занятиях спортом, изучении языков и так далее. Еще один эксперимент, подтверждающий данный миф, провело НАСА. Участники, не снимая, носили линзы, которые переворачивали изображение на 180 градусов. Ученые изучали эмоциональную реакцию подопытных, но неожиданно обнаружили, что через 21 день сначала у одного участника эксперимента, а потом и у всех остальных, картинка перевернулась обратно. Прошу заметить, это была не привычка, а скорее часть жизни. Описанные примеры впечатляют, но не доказывают, что привычка формируется за 21 день. Распространение данной информации в СМИ стало маркетинговым ходом. Людям приятно думать, что за 3 недели они могут изменить свою жизнь. В действительности есть и другие цифры, подкрепленные научными исследованиями. Английские ученые нашли 96 добровольцев и предложили им выбрать и внедрить одну привычку. На что участникам эксперимента потребовалось от 18 до 254 дней. Срок зависел от обстоятельств и характера человека. Таким образом, выяснилось, что человеку в среднем требуется 66 дней, чтобы сформировать привычку. Но мой подход основан на другом. Он заключается не в том, чтобы конкретное количество дней следовать привычке, которая вам не нравится. Моя философия – дисциплина через любовь и осознанность. Не нужно пробивать стены головой, идти к своим целям через боль и страдания. Вы можете выбрать абсолютно любой комфортный для вас интервал, от 5 до 365 дней подряд. Все зависит от вашей внутренней готовности. Его величина также влияет на развитие вашей воли и характера. Я рекомендую идти постепенно и не ставить сразу цель в 365 дней. Пусть сначала их будет 30, потом 90, далее 180. Например, я именно так и продвигаюсь в привычках медитация и растяжка лотоса. Суть моего подхода заключается в том, что на протяжении данного промежутка времени нет ничего важнее новой привычки, и вам необходимо ей следовать без единой поблажки. Дойдя до конца, вы можете принять осознанное решение, поставить новую цель, изменить привычку или вовсе отказаться. Секрет моего успеха в регулярности. Это работает на 100% для всех, вне зависимости от знака зодиака, типа личности и тому подобного. Моя методика максимально проста, в ней нет сложных схем и алгоритмов, но необходимо строго соблюдать все рекомендации. Нужно просто делать, тогда и появится результат. Делать для галочки хорошо, но не задерживайтесь на данном уровне, не превращайте это в повседневность. Иначе ваш прогресс по любой из привычек окажется слишком медленным, что будет вас демотивировать. Отдых от привычек. Если вы прониклись идеей превратить привычки в образ жизни, я рекомендую вам обозначить для себя дни свободы. Следуя более чем 10 привычкам ежедневно, в какой-то момент вы почувствуете себя их рабом. Но мы укрепляем самодисциплину, чтобы улучшить жизнь, а не наоборот, поэтому следует выделить дни, когда можно придерживаться привычек на свое усмотрение. Хотите проработать сегодня все привычки? Без проблем. Нет желания, и вы немного подустали от них? Ничего страшного, сегодня отдыхайте.
Я для себя выделил субботу и воскресенье. Вы можете выбрать любые, какие захотите. Даже не 2 дня, а 3, если чувствуете необходимость. Важно вот что. Если появится желание пропустить привычку в будний день, объясните себе, что поблажку делать нельзя. У вас есть выходной день, когда вы свободно сможете решить, следовать привычке или нет. Задание. Выделите выходной день для привычек. И все-таки нет ничего лучше старой доброй регулярности. Если вы хотите достичь максимума, лучше перерывов не делать. Свои 20 привычек я соблюдаю каждый день без выходных. Спасательный круг дисциплины. Как обезопасить себя от срыва? Я дал несколько рекомендаций, которые работают очень хорошо. Но даже если вы отлично знаете море и уверены в своем катере, спасательный жилет никогда не будет лишним. Спасательный круг дисциплины – трансляция изменений. Вы можете это делать в удобной для вас форме. Выкладывать истории или посты в Instagram, ВКонтакте, Фейсбуке или Телеграм-канале. Неважно в каком виде, главное публично. Чтобы кроме вас кто-то видел и знал, что вы вырабатываете привычку, что у вас есть конкретная цель. Можно даже найти себе напарника. Чем больше людей следят за вашей динамикой, тем лучше. Почему это важно? Потому что не сдержать слово, данное себе, гораздо легче, чем обещание, данное другим. Никто не хочет прилюдно упасть в грязь лицом и оказаться пустословом. Поэтому, задекларировав свою цель публично, вы убережете себя от срыва. Неочевидные плюсы. Вы будете мотивировать других людей своей дисциплиной и целеустремленностью. Они захотят повторять за вами или тоже начнут поддерживать привычку регулярно. Вам начнут писать слова благодарности, которые вызовут выброс гормона счастья, серотонина, что благоприятно скажется на привычке. Наверняка вы желаете, как и я, изменить наш мир в лучшую сторону, привнести в него что-то свое, оставить след. Возможно, вы слышали фразу «хочешь изменить мир, начни с себя», которая вас и останавливала. У меня есть отличная новость. Вырабатывать привычки, самодисциплину, транслируя процесс – отличный способ менять мир через себя. Своим примером с пробежками я замотивировал многих людей стать лучше, и это очень приятно. Искренне желаю вам испытать подобные чувства. Задание. Первое. Задекларируйте свою привычку публично. Поставьте цель. Расскажите, как долго вы планируете двигаться к ней, какого результата планируете достичь и почему решили начать. Второе. Отчитывайтесь ежедневно. Также рекомендую создать папку в актуальных историях в Instagram и закрепить в ней все видеоотчеты от первого до последнего. Третье. Ставьте хэштег «фанатичная дисциплина». Давайте продвигать дисциплину в массы. Четвертое. Отметьте меня, собака Вафин Амир. Мне будет приятно, и я обязательно вас поддержу. Что делать, если сорвался? Я прошел через разные стадии формирования привычек. Через бешеный энтузиазм и 50 привычек в день на протяжении 2 месяцев, и через откат ото всех, кроме одной – пробежки. Я выстраивал свою самодисциплину снова и снова. Первое, что хочу отметить – лучше не срываться, не допускать поблажек. Понимаете, формировать самодисциплину и систему привычек все равно, что строить высотное здание. Например, Бурдж-Халифу. Каждая поблажка равнозначна трещине. После появления первой, возникновение других не заставит себя ждать, и в скором времени ваш небоскреб рухнет. Сразу поясню, почему я сказал о недопустимости подобной ситуации. Вернемся к примеру. Вы потратили много времени, сил, энергии, чтобы возвести свою Бурдж-Халифу, а сейчас она лежит в руинах. Думаю, вы легко представите, насколько сложно отстроить абсолютно такое же здание на том же месте. Невероятно сложно. А для начала придется полностью расчистить площадку от мусора и только потом возводить здание. И еще один большой минус. У вас уже не будет прежнего энтузиазма, рвения и мотивации, с которыми вы первый раз начинали. Все новое доставляет удовольствие, вызывает интерес. Повторять уже давно знакомое снова и снова не так приятно. Гораздо проще выбрать другую площадку и строить нечто новое. Так и с привычками. Понимая все это, неоднократно пройдя через подобный опыт, я довел свою бескомпромиссность в выработке привычек до максимума. Я не ложусь спать, пока не выполню все привычки. Да, я помню про привычку с отходом ко сну. В таком случае 2 варианта.
Организовать свое время так, чтобы успеть выполнить все привычки до отхода ко сну, или пожертвовать одной привычкой и выполнить все остальные. Но если вы все-таки сорвались, вот вам мои рекомендации. Первое. Начните все сначала. С чистого листа. Когда я с 50 привычек откатился до 3, моей самой большой ошибкой стала попытка восстановить все 50 привычек. Все они казались мне важными и крутыми. Я скорее хотел вернуться к состояниям, которые испытывал во время их выработки. Это капкан мозга, которого нужно избегать. Даже если вы чувствуете себя гуру в самодисциплине и выработке привычек. Начните с чистого листа. Полностью очистите свой трекер от всех привычек. Второе. Не торопитесь. Не нужно сразу внедрять по 10-20 привычек. Начните с 5 и регулярно следуйте им как минимум в течение недели. Пройдя данную дистанцию, вы тем самым заложите фундамент для последующих привычек. Также вернитесь ко всем ранее описанным принципам. Цель в днях, бескомпромиссность, минимум для выполнения, трансляция изменений и прочим. Они ваши верные помощники, которые позволят отстроить дисциплину заново. Включаем режим автопилота. Для начала выберите 5 привычек, которые хотели бы соблюдать ежедневно. Те, в которых вы уверены на 100%. Вы точно осознаете, что они вам нужны, и хотите соблюдать их регулярно. Это ваш фундамент дисциплины, или основа дня, как вам больше нравится. Ваша задача каждый день снимать отчет по любой из привычек и выкладывать его. Не забываем про правила трансляции изменений. Важный момент, который позволит действительно сделать из данной практики образ жизни. Можно замещать привычки в основе дня, но их всегда должно оставаться 10, или любое другое количество на ваш выбор. Система получается достаточно гибкой. Если вы по какой-то причине не в состоянии проработать пару привычек, замещайте их другими. То есть в основе дня всегда лежат 10 любых привычек, но в буфере их должно быть больше, например, 15. Задание. Первое. Сформируйте фундамент дисциплины с удобным количеством привычек. Второе. Сформируйте буфер привычек. В нем должно содержаться примерно 3-5 дополнительных привычек, которые можно использовать для замещения. Третье. Поставьте цель сначала на 7 дней. Проведите эксперимент и понаблюдайте за своими ощущениями. Не слишком ли велика нагрузка? Может, для начала количество привычек лучше сократить? Четвертое. Транслируйте свои изменения. Каждый день снимайте отчет о привычках. Миссия и надежный способ сохранить систему. Система привычек и самодисциплины – уникальная возможность, меняя себя, изменить мир. Все, что вам нужно, регулярно демонстрировать, как вы работаете над собой в социальных сетях. Вы словно сеете семена самодисциплины в сердцах людей. Спустя время появляются ростки. Люди начинают повторять за вами или внедрять собственные привычки, и тоже регулярно. Своим примером я посеял более 100 семян. Это точно. Один из моих подписчиков к началу общения бегал уже более 240 дней подряд. А одна девушка поблагодарила меня в личном сообщении и сообщила, что изучала иностранный язык 460 дней подряд. Также расскажу про своих подопечных группового и личного наставничества, в рамках которого мы стремимся увеличить доход в 2 раза и работаем над общим состоянием с помощью дисциплины и привычек. Ильясов Дамир, программист. До наставничества я зарабатывал 150 тысяч рублей в месяц в найме в Казани, работая тимлидом в российской компании. За 2 месяца наставничества окупил его больше, чем в 3 раза. Точные цифры приводить не стану, так как имеется договор, что сведения о зарплате в стартапе нельзя разглашать. Во время наставничества я начал путь к мечте – становлению себя как предпринимателя. Я вошел в стартап в качестве технического директора, СТО. Сначала совмещал с наймом, потом уволился и посвятил себя предпринимательству. Я полюбил формат наставничества. Теперь, когда я решаю достичь какой-то цели, я нахожу эксперта в данной области и предлагаю ему стать моим наставником. Думаю, это лучше всего показывает мое отношение к первому в моей жизни наставничеству. Я убедился, что это самый короткий путь к результату. Учиться на чужих ошибках и применять опыт человека, уже преодолевшего путь, по которому хочу пойти я, теперь мой выбор. Амир предложил 2 варианта работы. Первый. Прежде всего работаем на деньги, увеличиваем мой доход. Второй. Прокачиваем остальные сферы жизни.
Сначала я выбрал первый вариант. Как только я достиг желаемого дохода, мы перешли ко второму, занимались дисциплиной, осознанностью, окружением. Работа с окружением достойна отдельной книги, мне кажется. Это действительно важно. За данный период я приобрел огромное количество полезных и приятных знакомств, и очень рад этому. 3 результата за время работы. Начал путь предпринимателя. Стартап. Укрепил дисциплину. Получил заряженное состояние. Понял, как превратить 24 часа в сутках в 30 часов. Избавился от многих внутренних блоков, загонов. Я стал светлее и увереннее. 3 осознания. Наставник равно проводник. Твой проводник к тому, чего ты хочешь. Правильный подбор наставника – безумно эффективное средство. Окружение. Вокруг меня безумно заряженные люди. Их много, очень много. Ты им интересен. Маленькие регулярные действия равно большой результат. Понравилось, что советы являлись максимально четкими. Это был список конкретных действий, а не фразы типа «брось костыли и иди». Именно потому, после первой личной консультации, я решил поработать с Амиром. На протяжении всего пути он давал советы конкретно по вопросам, которые меня беспокоили. Даже когда возникали непредвиденные ситуации в жизни. Владислав. Коуч и инвестор. Зарабатывал, будучи массажистом, около 25 тысяч рублей. За 10-недельную программу заработал более 300 тысяч рублей. Программа понравилась тем, что ставит конкретные задачи, которые просто надо выполнять. Мудрые рекомендации и грамотно построенный процесс с приглашенными специалистами по запросу. Взял для себя информацию о важности дисциплины и состояния. Внедрил полезные привычки, проходить каждый день более 7 тысяч шагов. Придерживаюсь ее уже 76 дней подряд. Ежедневная зарядка 13 дней подряд. Ключевые результаты. Понял, что хочу сменить деятельность. Уволился с работы массажиста. Увеличил доход от инвестиций. Получил кейс для дальнейшей работы. 3 осознания. Состояние – это 80% победы. Дисциплина делает тебя увереннее и лучше. Хватит себя обесценивать. При обучении мне удалось присутствовать на всех встречах, получить кейсы для работы коучем, достичь своей цели, сотрудничать с крутой командой. Не ожидал, что у меня получится добиться результата. Хотел его занизить, в итоге перевыполнил. Благодарю Амира за классный опыт. Возможно, все. Хайруллин Азат. Программист. Занимается коммерческой разработкой корпоративных систем на языке программирования Java. Моя ежемесячная зарплата до программы составляла 100 тысяч рублей. Также 25 тысяч приходило со стартапа. За время наставничества было заработано 311 677 рублей. До наставничества у меня имелись 3 основные проблемы. Отсутствие собственных желаний. В основном делал то, что делают друзья, а сам не понимал, чего хочу. Ложное убеждение и отсутствие дисциплины. Решить проблему собственных желаний мне помогло упражнение по визуализации будущего. Благодаря ей я смог понять, что следующие 3 года моей жизни должны пройти в другой стране. На сегодняшний день я нахожусь на финальном этапе собеседования в международную IT-компанию EPAM. В случае успеха меня ждет переезд в Польшу. По поводу ложных убеждений. Я очень переживал, что слишком долго развиваюсь в финансовом плане. За месяц до начала наставничества моя зарплата повысилась до 100 тысяч, но я хотел добиться подобного еще 2 года назад. Думаю, решению данной проблемы способствовали грамотные наставления Амира. Если хочешь что-то получить, это нужно просить и не бояться брать на себя больше ответственности. Также, безусловно, помогла практика стояния на гвоздях. С ней я осознал, чтобы расслабиться, нужно сначала напрячься. В итоге мой доход поднялся со 125 тысяч до 180 тысяч, и я стал одним из руководителей проекта у себя в компании. Что касается дисциплины. Во время наставничества начал челлендж, который предполагал ранние подъемы и ежедневные утренние пробежки. Хотя челлендж пришлось прервать из-за перелома ребра, но я заменил пробежки 5-километровыми прогулками. На данный момент у меня уже накопилось пробежки 15 дней подряд, плюс прогулки 17 дней подряд. Благодаря ранним подъемам и грамотному расписанию я получил намного больше часов в течение дня и чувство удовлетворенности к концу работы. От себя хочу добавить, что я очень скептически настроенный человек. Решение обратиться к Амиру сложилось не за один день и даже не за одну встречу.
Считаю, что сейчас нужно быть очень осторожным с так называемыми инфо-цыганами. Амир же продемонстрировал настоящий профессионализм, индивидуальный подход и твердое стремление достичь поставленных целей и проработать проблемы. Думаю, наши результаты говорят сами за себя. А вот еще один отзыв в формате интервью, который можно найти на моей официальной странице в Instagram. Роман. Меня зовут Попроцкий Роман. Я являюсь совладельцем и сооснователем замечательного ресторана «Ван Гог». С 15 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью и ни одного дня, по сути, ни на кого не работал. Сейчас мой доход помимо ресторана составляют инвестиции. Я также занимаюсь наставничеством в области оптимизации и систематизации бизнес-процессов. Амир. Скажи, пожалуйста, какой у тебя был среднемесячный доход в сфере наставничества до нашей работы? Роман. По сути, я его не монетизировал, то есть делал из каких-то альтруистических побуждений, пока не понял, знания и навыки, которые я даю, стоят денег, ведь у людей есть результат. К сожалению, если с человека не брать денег, то у него не возникает ощущения ценности, поэтому многие не применяют данные знания на практике. То есть ты даешь совет, тебе отвечают «да, окей» и ничего не делают. Зато потом приходят и говорят: «Слушай, я ничего не сделал, у меня ничего не получилось, и как мне теперь быть?» Доход, честно говоря, равнялся нулю. Амир. Факт в нашу пользу. Сколько ты получил на руки? Роман. Практически более 500 тысяч рублей. Амир. Какое у тебя общее впечатление о нашей работе? Роман. Общее впечатление абсолютно положительное, потому что не было жесткого прессинга. Наверное, потому что я и сам такой. То есть я пришел изначально замотивированный, мне это интересно, мне есть ради чего все делать, и я выполнял то, что выполнял. И мой результат — это всего лишь мой результат. Можно было больше? Конечно, я мог бы больше. Чувствовал бы я себя тогда счастливее? Да, возможно. Потому что я действовал в рамках нашей с тобой работы так, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, и тебе было комфортно работать со мной. Самое ценное — комфорт. Работа с моими убеждениями, сопротивлениями достаточно мягкая, а не через какой-то трэш или экстремальный выход из зоны комфорта. Иногда и такое работает, но мне кажется, это не самый подходящий метод, а скорее крайняя ситуация. Амир. Скажи, пожалуйста, что внедрил и что забираешь с собой? Роман. Первое, что внедрил — структура продающих консультаций. Не давать конечных рекомендаций сразу на сессии, не стараться максимально помочь. У людей может сложиться иллюзия, что им все понятно и без меня, и они уйдут. В совместной же работе мы точно достигнем результата, поэтому это хорошо для всех. Второе, за что я тебе благодарен, это умение назначать высокую цену за наставничество. При всех своих основных доходах брать за наставничество такие деньги, которые я беру сейчас, раньше я стеснялся. Я думал, что 200-300 тысяч заплатить сразу для людей проблематично. Но большинство людей готовы платить такие деньги, потому что в итоге они получат больше. Больше знаний, больше ресурсов, больше прибыли. Что еще? Благодарен за то, что научил правильно выстраивать программу своего онлайн-обучения. Если в традиционном бизнесе для меня все было понятно, то как выстраивать работу над созданием своей онлайн-школы — отдельный вопрос. Амир помог мне его решить. Амир. Какие 3 ключевых результата ты можешь отметить? Роман. Первое. Четкое позиционирование. Никаких расплывчатых фраз. Помогать предпринимателям. В чем конкретно помогать? В чем мои сильные стороны? Что я могу делать? Второе. Мы точно обозначили, чем я могу помочь, и упаковали методологию продаж моего личного бренда. Третье. Ключевой навык. Не перебарщивать с лечением. Амир. 3 ключевых осознания за нашу работу. Роман. Первое. Все инструменты и все знания есть в голове. Второе. Все просто. Все возражения, все преграды также у нас в голове. Третье. Я действительно делаю то, что мне по кайфу. Амир. Что больше всего понравилось в нашей работе? Роман. Твоя природная мягкость. Подход к человеку. Точное видение того, с чем конкретно нужно работать. Твоя поддержка. Когда было что-то непонятно, что-то не так, и когда я смотрел не в ту сторону, ты всегда помогал разобраться. Амир. Спасибо. Что бы ты хотел пожелать ребятам, которые со мной еще не работают, но думают об этом? Роман.
Если вы еще не приняли наставничество Амира, можете смело это делать, потому что он абсолютно экологичный и порядочный человек. И действительно поможет вам достичь результата. Результат в работе с ним будет всегда, но его размер зависит только от вас. Я рекомендую обязательно это попробовать. Хуже точно не будет, а вот лучше однозначно. Если вы боитесь прессинга, то напрасно. Амир мягко работает с людьми, никакого жесткого выхода из зоны комфорта, как на многих тренингах. Здесь все идет комфортно и по плану. Вы просто кайфуете от процесса. Поэтому милости прошу, заходите к Амиру. Будет очень круто. Наверное, один из самых крутых опытов в вашей жизни. Амир. Спасибо, Роман. Последний вопрос. Можешь просто что-то добавить от себя, если еще не сказал. Роман. Мои личные слова благодарности за нашу с тобой продуктивную работу, за то, что уже после ее окончания ты все равно делишься какими-то ноу-хау и лайфхаками. Мы с тобой даже успели постоять на одной сцене, вместе поработать с одной аудиторией. Спасибо за коллаборацию, которая в любом случае будет продолжаться, за нашу совместную работу. Хочу пожелать тебе и твоим протеже максимально классных результатов, положительных эмоций от работы и быть такими же классными коучами и классными парнями, каким ты являешься. Я искренне тебе завидую, потому что ты в своем возрасте, когда мы познакомились, демонстрировал приверженность своим целям, дисциплине и энергичности. Наблюдая за тобой, я мотивируюсь, заряжаюсь и иду дальше. Ну круто же. А самое замечательное, те, кто за тобой наблюдают, тоже мотивируются и начинают работать над собой. Это как сетевая компания. Только здесь вы ничего не продаете, а просто подаете людям пример и в ответ получаете благодарность и уважение. Поэтому самый лучший способ сделать из привычек образ жизни – стать амбассадором самодисциплины. Однажды вкусив и поняв, насколько вкладываетесь в общество, вы уже не сможете отказаться от этого. По крайней мере, я не могу. Я вижу в этом свою миссию, чтобы миллионы людей по всему миру начали регулярно развивать свои навыки и заниматься саморазвитием. Разве можно представить более действенную возможность изменить мир? Принципы, которые лежат в основе методики. Каждый великий человек придерживается своих жизненных принципов. Крепкий внутренний стержень – именно то, что отличает случайных счастливчиков от тех, кто целенаправленно достиг успеха и вне зависимости от трудностей и разных обстоятельств закрепил его. Я тоже разработал свои жизненные принципы, которые помогают мне оставаться дисциплинированным и добиваться высоких результатов. Абсолютность, бескомпромиссность, честность, интуитивность – вот на чем строится моя методика. Далее подробнее остановимся на каждом. Абсолютность. У каждого из нас есть цели, видение идеальной жизни. Мы понимаем, какую конкретно хотим машину, квартиру, новый телефон. Любая цель стопроцентная, абсолютная. Вспомните пример с Lamborghini. Чтобы достичь абсолютных результатов, нужно и проявлять себя абсолютно, и требовать абсолютного отношения к себе от других. Разве не логично? Если вы не держите свое слово, бросаете проекты на полпути, как вы достигнете 100% целей? Обратив внимание, как вы себя проявляете в течение жизни, вы обнаружите, что очень часто не дорабатываете, не дожимаете. Именно поэтому, вместо того, чтобы наслаждаться истинными желаниями, мы довольствуемся тем, что получилось. Бескомпромиссность. К сожалению, большинство людей склонны думать «и так сойдет». Опоздали на встречу на 5 минут – ничего страшного. Сорвали сроки по проекту – нормально. Цель, которую поставили, достигнута всего на 30%? Окей. Суть бескомпромиссности в том, чтобы не идти на уступки, не делать поблажки, оставаться профессионалом. Честность. Быть абсолютно, тотально честным. Не скрывать, не приукрашивать, не использовать частичную правду. Говорить и выражать свои чувства как есть. Вы выработали привычку ложиться каждый день раньше 22:00, но однажды заметили, что уже 22:02. Вы, конечно, можете сказать себе, будто ничего страшного не случилось, и отметить, что привычка соблюдена. Но если быть тотально честным, это срыв. Вы не выдержали привычку. Вспомните о полете на самолете, я говорил о нем ранее. Вы опоздали на минуту, и все. Возможность потеряна. Человек отказался работать с вами. Как говорится, первое впечатление нельзя создать дважды. Поэтому очень важно отдавать себе в этом отчет и быть тотально, абсолютно честным. Либо максимально к такому стремиться. Интуитивность.
Что бы ни происходило в жизни, доверяйте своему внутреннему голосу. Если перед вами возникает какая-то возможность, проект, заказ, но вы чувствуете внутреннее сопротивление, откажитесь. Мой личный опыт убеждает, в данном случае решение согласиться всегда неверное и приводит только к длительным страданиям. То же самое относится к привычкам. Какой смысл долгое время делать то, что вызывает у вас сильное сопротивление? Да, чтобы иметь красивое тело, нужно заниматься спортом, но гораздо важнее найти вид спорта, который вам действительно интересен и нравится, чем заниматься в тренажерке, если вы ее не любите 2 месяца, а потом бросить. Живой пример бескомпромиссности, абсолютности и честности. Человек, которого я считаю эталоном в данных принципах, Дзиро Оно. Его считают лучшим мастером суши всех времен. 3 звезды Мишлен. В 2014 году в его заведении обедали президент США Барак Обама и японский государственный деятель Абэ Синдзо. В его ресторане всего 10 мест, и желающим попробовать суши от Дзиро приходится записываться за несколько месяцев. Да, это чертовски хорошее суши. Возможно, лучшее суши на планете. Чтобы добиться всеобщего признания, Дзиро потребовалось 85 лет, в течение которых он ежедневно, шаг за шагом оттачивал свое мастерство. Я делаю одно и то же снова и снова, улучшая кусочек за кусочком. Дзиро Оно. Казалось бы, такое простое дело суши, когда многие хотят заниматься чем-то великим. Однако Дзиро это не смутило, и благодаря своему подходу он превратил рядовое дело в великое. Если вам откликается, что я рассказал, обязательно посмотрите фильм о нем. Примечание. «Мечты Дзиро о суши». Режиссер Дэвид Гелб. 2013. Конец примечания. Я его пересматривал уже 7 раз со своими друзьями и близкими. Невероятное кино, которое меня бесконечно вдохновляет. Особенно мне запомнилась следующая фраза. Днем он получил награду Мишлен, вечером вернулся к работе. Дзиро работает только с теми, кто лучше в своей конкретной сфере. Рис, креветки, тунец. На каждый продукт у него отдельный поставщик. У каждого из них уникальный подход. Дзиро стремится к абсолютности в качестве ингредиентов и в приготовлении блюд. Обратите внимание, как к нему относятся коллеги, подчиненные, эксперты. Я могу продать свой рис только Дзиро, потому что только он умеет его готовить. Но если он скажет продать его другим, я это сделаю. Люди нервничают, когда едят в его присутствии, настолько там ответственный подход и обстановка. И, наконец, обратите внимание, как этот человек выстроил все вокруг себя. Благодаря дисциплине, ответственному отношению к делу, бескомпромиссности в выборе людей, жизненным принципам. Заключение. Спустя 2,5 года работы над собой, я могу сказать, что помогает мне сохранять динамику и не бросать привычки. Новая ментальность. Я понимаю, что привычки и регулярность делают мою жизнь интереснее, меня как личность авторитетнее, мои навыки сильнее. Я понимаю, что это не просто инструмент для саморазвития, это образ жизни. С тех пор, как начал внедрять самодисциплину и привычки, я выступил перед большой аудиторией, более 1000 человек. Запустил YouTube-канал. Вырос в доходе в 10 раз. Сильно прокачал окружение. Сейчас в нем преимущественно предприниматели с доходом более 1 миллиона рублей в месяц. Запустил собственное мобильное приложение. Создал трекер привычек в партнерстве с Сергеем Романовичем. 1 миллион 200 тысяч подписчиков в Instagram. Написал книгу. Впервые запустил свое обучение в Instagram на 1 миллион, плюс при просмотрах в сторис 500. Переехал из Казани в Москву. Живу в Сити, в башне Нева. Соблюдал более 50 привычек дольше 3 месяцев и 10 привычек дольше полугода. Выучил испанский язык до уровня А2. Замотивировал более 1000 продвигаться к своим целям регулярно. Совершил более 930 пробежек подряд, без единого пропуска. Дисциплина – это не спринт, это марафон длиною в жизнь. Используйте навыки, которыми я поделился в книге, не только чтобы улучшить свою жизнь. Транслируйте свои изменения, мотивируйте других становиться лучше своим примером. Меняйте мир, меняя себя. Если вы эксперт и проводите онлайн или офлайн обучение, подумайте, какие привычки можно сформировать, исходя из вашей системы обучения.
Ведь любые достижения – результат регулярных повторений. Благодарю вас за то, что прослушали мою книгу. Я уверен, эти принципы и знания помогут сделать вашу жизнь лучше. Надеюсь, что они не останутся просто словами и найдут применение в вашей реальности. Если вам понравился мой труд, лучшая благодарность для меня – это отзыв. Оставьте его в любой удобной форме, отметив меня. Собака Вафин Амир. Спасибо.